Якутская лошадь. Якутская лошадь, как неотъемлемая частичка природы Срединного мира, за доброе к ней отношение всегда тебя накормит, оденет, согреет и оздоровит. Народная мудрость. Вы когда-нибудь наблюдали северные пейзажи с пасущимися лошадьми, когда мороз приближается к 50 ниже нуля? В туманных сумерках тебенюющие животные похожи на своих далеких предков мегафауны эпохи позднего плейстоцена. А ведь может показаться, что стоит в снегу не лошадь, а древний шерстистый слон – мамонт. Сакральные мифопоэтические сказания народа Саха о быке зимы были частью картины мира предков, соединивших образы лошадей, пасущихся в трескучий мороз на туманных алласах с находимыми бивнями древних исполинов. Ни одно домашнее животное не сможет вынести такие испытания холодом, но якутская лошадь смогла. Неспроста в мифологическом пантеоне якутских богов она посвящена отдельному божеству – Дёхёгёй-Аи, подарившему это особенное создание природы северо-востока Евразии человеку. Поистине дар небес. Немыслимо было освоение огромных территорий без лошади. Пути в Сибирь, на Амур, Камчатку, Аляску и Калифорнию были проделаны на якутской лошади. Каждый раз она подставляла человеку свою спину и бока, была суровой, но с виду ласковой и ладной, совсем не гламурной до привозных пород, округлившейся до идеального мохнатого шара зимой. У нее не было времени быть другой. Вся ее стать создана для того, чтобы помочь человеку укрепить его место на этой суровой земле Олонхо. И происхождение ее остается тайной. Нет у нее благородных заморских кровей. Вся она сложена Богом, плоть от плоти от этой студеной земли. Якутские лошади, они свое окончательное слово еще не сказали, и ареал якутских лошадей еще на север предстоит только освоить еще с помощью тоже человека, представителя народа Саха. Коневодческие пастбища, они сейчас с человеком не конкурируют, и с другими животными тоже. Всю жизнь она только работала, очень много работала, занималась всем сразу, была верховой, упряжной и вьючной, дающей летом напиток богов, зимой помогая охотникам добыть крупную дичь. Даже медведи побаивались якутского жеребца. Кормила Саха как могла. Что ни сделай с ее молоком, оно превращается в драгоценный напиток боутуров. Хмельной и утоляющий жажду, лечащий и избавляющий даже от туберкулеза кумыс. Кормила человека простым своим мясом, но таким ароматным и вкусным, что никакие приправы блюду уже не нужны. А печень молодых жеребят, ойогос, жиром в 3-4 пальца, кровяная колбаса могут без преувеличения считаться лучшими мясными деликатесами в мире, не только по гастрономическим, но и биологическим качествам. В нашей лошади всегда ионный состав мяса, да, он в сторону, как бы нейтральную щелочную сторону. Хорошо освояем и заряжать нас именно той ионной энергией, ионизированная там вся кровь и так далее, она очень полезна нам, полезна. И тут даже вот наши эксперименты, небольшие такие эксперименты мы делали, мариновали мясо жеребенка, поросенка и, скажем, теленка, ну, молодняка. В результате свинину надо почти сутки, а
крупнорогатого скота, да, еще больше надо. А жеребятину час, и все. Это говорит о том, что мясо нашего жеребенка, жеребятина, да, обладает высокой кулинарной способностью всасывать в себя ингредиенты. И это можно использовать, это качество в медицине, можно использовать в косметологии, можно во многих направлениях. Но главное, из нее можно готовить пищу. Если умелый шеф-повар, из мяса торт может сделать. Из мяса может такой вкус ей дать, да, апельсиновый, мандариновый, ананасовый, какой хочет может дать. И это особенно востребовано будет в китайской кухне. Китайской кухне, где, говорят, китайской кухне 10 тысяч блюд, даже больше. А вот во французской кухне там 2-3 тысячи. Она учила Саха уму-разуму, подсказывала, как выжить, учила думать, как сама, а при быстрой езде верхом петь. Учила делать жизненные выводы, сомневаться, быть упрямым и все же добиваться своего. Якутская лошадь все время куда-то нацеливала народ, даже против его воли. Сажала на себя и вела к Охотскому морю или в Европу, наблюдая за Саха со стороны. И сегодня она ласково смотрит ему в глаза, пока не знающему, что предпринять в переломное время со своим сельским хозяйством. Она всегда была экономной и бережливой, не обременяя Саха избыточным трудом для своего ухода и кормления. Она дарила народу скромные подарки, а мы шумно и совсем по-детски восхищались ею, поместив на свой герб, подарив статус священного создания. Нам было мало, мы возмущались, громко и всерьез. Молча глядела на то, как ее позабыли, переключившись на заморских скакунов. Она не могла дать той резвости, чтобы позабавить праздных горожан и гостей столицы. Но она могла без устали скакать по пересеченной местности, как ни одна другая лошадь, преодолевая за день более 60 километров. И снова работала, кормила, учила новые поколения селян и продолжает учить, давая новые уроки. Нужно только уметь их извлекать. За свою долгую, трудную жизнь рядом с человеком она ко всему привыкла. Унижению, боли от неподъемной работы. Она просто слишком любила Саха и берегла их как могла, ведь ей это было завещано богами. Мы думали, что мы давно выросли и стали образованнее, переехав в города. Мы были уверены, что вполне проживем без ее помощи. Мы ошибались, а она нет. Она оказалась права и на этот раз. Наша неказистая, но такая уникальная якутская лошадь. Спасибо тебе, что ты была и есть у нас. Якутск стал местом рождения науки о якутской лошади. В 1957 году известный ученый, общественный и государственный деятель, меценат Михаил Габышев после нескольких лет экспедиций выпускает первое крупное научное обобщение о якутской породе лошади. В 1974 году Петр Лазарев делает обобщение о связи плейстоценовой и современной лошади. Креативные люди с идеями время от времени появляются, и их идеями вооружившись, развивается табунное коневодство. Вот если историю заглянуть, то
Михаил Федорович Габышев. Он близко общался с Платоном Алексеевичем Оюнским. Когда председателем Совнаркома, значит, министром сельского хозяйства был Габышев, он предложил Валекому поехать Платона Алексеевича Оюнского, когда он работал министром образования и здравоохранения. Может, из архивов найти, но, наверное, одним из центральных позиций, о чем они обсуждали, наверное, было коневодство, наверное, табунное коневодство. И вот в 1935 году Оюнский защитился, кандидатскую диссертацию защитил, но через 2 года защитил Габышев, защитил по сельскому хозяйству. И в 1937 он защищает кандидатскую, а через 2 года, в 1939 докторскую защищает на доктора экономических наук. И вот, наверное, здесь постоянное общение. Вот у Оюнского всегда вот его же ведь поэмах, его вот Нюргун-Баторе, эпосе, там центральной такой вот, как движущей силой является лошадь, якутская лошадь. Вот. И, конечно, когда он лингвист в Москве, наш словарь из 13 тысяч, наверное, там очень много про лошадь есть, и они, наверное, много общались с Габышевым Михаилом Федоровичем. Поэтому вот у Габышева вышла тоже очень такая солидная монография по якутскому коневодству. Это даже вот эпос Нюргун-Батор стремительный, вот, да? Лонхо, вот, да? И Михаил Федорович Габышева монография о якутском коневодстве. Они чем-то сопоставимы, близки по значению для якутского народа. Если это духовное, а у Габышева материальная составляющая. А когда материальное и духовное вместе, это уже гармония, это уже развитие. Вот они, как наши 2 человека, выдающихся человека, они как хотели, вот, видели через призму вот якутской лошади все, будущее видели. То, что сделал Оюнский и Габышев, вот это должно быть для нас опорным пунктом. Материальная часть нуждается в духовном, чтобы материально, все же главное, это все-таки материальность. И чтобы это сохранить, мы должны такую культуру сделать, да, культуру. Вот, чтобы нашим детям через театр, через мюзикл, через все, им это давать, чтобы сохранить вот эту материальную культуру, ее размножить. Вот в этом направлении. Вот в этом, кажется, всегда была вот эта духовная составляющая культуры, всегда была. И она должна предсказать, куда идти, куда повернуть материальную часть, чтобы достатки жить, не бедствовать. А так, если мы прорывно-табунное коневодство наше разовьем, развитие получит, за ним оленеводство пойдет, за ним скотоводство пойдет, охот, промысел, рыболовство, и все воедино, и все это уже потом можно даже, мне кажется, создать на их собственности, на их акциях фондовую биржу. Наверное, так и должно быть. Фондовая биржа акций экологически чистой, натуральной, брендовой продукции, которая прежде всего дает формированию иммунитета человека, защитной реакции на агрессивность сегодняшнего технологического индустриального мира. Духовно это Лонхо вышло, а материально это Габышев вот эту часть написал, а ее внедрить как технологию мы должны были. Сейчас как раз нужен столетию республики, да, нужен такой мощный проект, национальную идею, именно это все воплотить в жизнь. Для этого надо модернизация якутского табунного коневодства, модернизация, как инвестпотенциала, как носителя не только духовной
культуры народа Саха и будущее духовного вот этого всего, да, нашего языка, всего, да, но и дающего материальную часть. В ней заложено должно быть это как кошелек, как банк наш, как источник нашего дохода. Вокруг этого семьи, населенные пункты, улусы, республика должна объединяться. Занятость и производство, переработка и товарную продукцию мы давали. И в то же время лошадь стала бы собственностью, которая может принести инвестиции. Она обладала бы притягательным свойством, как золото. Биткоин какой-то, непонятно какой, где он, этот биткоин, никто и не поймет, а в него люди влаживаются, покупают его. А вот якутская лошадь, вот если ее превратить в это, вот было бы это очень-очень хорошо. Законодательная база Российской Федерации, она позволяет. И Республика Саха-Якутия, наше правительство, парламент и глава могут это дело поддержать и выступить гарантом, поручительством развития табунного коневодства. И, конечно, табунное коневодство, тогда мы можем льготные кредиты 3% Россельхозбанка взять, эту процент или проценты погасить за счет бюджета. А на развитие табунного коневодства дать вот этот кредит. Когда кредитными средствами обладает вот это наше табунное коневодство, ну, скажем, даже кобыла, тогда что? В него уже идет акционирование, может произойти. Выпуск акций под них. И все. А акции это уже наличка. Наши ценные бумаги люди будут покупать. И недропользователи будут покупать. Если мы это добьемся, то развитие нашим табунным коневодством будет такое вот современное развитие. А продукция, сбыт продукции табунного коневодства, жеребятины, скажем, да, жеребятины, это же ведь один из самых диетических продуктов, ценнейших продуктов, потому что лошадь ходит, ест, сама выбирает, что ей нужно, а не то, что ей дают. До 500 тысяч якутских лошадей поголовье доходило до революции. Было такое вот поголовье. Было. А тогда лошади где содержались табунные? Они по всей Якутии. Около городов, крупных населенных пунктов скучно так не стояли. При советской власти, скажем, при колхозах занимались табунным коневодством, они все заброшены. Вот если в этих местах поднять, то без проблем удвоение поголовья получается. Вот и вам 500 тысяч. Сейчас же ведь у нас век технологий, век техники, век развития цифровых технологий. И, конечно, можно удвоить продукцию. Вот вам и 1 миллион. Мы ничего такого культурного в табунном коневодстве еще не применили. У нас они же косяками ходят. Поэтому варковую случку не применяем, искусственное осеменение не применяем, оценку их по генотипу не проверяем. Если это все применить, то 1 миллион это, можно сказать, это просто то, что можно при наших пастбищах, которые есть, это емкость, можно 1 миллион вывести. А будут же новые пастбища появляться. В рекреационных работах после себя недропользователи не должны лунный ландшафт оставлять, а после себя они должны оставлять для табунного коневодства пастбища, сенокосные угодья создавать, многолетние травы садить. Тогда совсем другой подход будет. Так что у нас перспектива вот коневодческое направление развивать есть, и населенные пункты тогда будут иметь доходность. Развитие 2 раза, удвоение в этом наследии количества лошадей. 3 раза, 4 раза, 5 раз. Видите, это уже какая нагрузка. И заработная плата другая будет, переработка другая будут также вместе с этим развиваться туризм, используя лошадей, также создание хобби-класса
направление пойдет. Вот не только туризма, но и охота на лошадях, рыбалка и так далее. Все использование лошади как транспорт. Тогда объездка лошадей, тренировка лошадей, молодежь будет привлечена к лошади. И с детства говорить на родном языке, на чистом родном языке. Этот язык в словаре, который писал Платон Алексеевич Оюнский. Вот на этом языке. А то читаем Нюргун Батор, мы-то не все слова понимаем. Мы. Вот. А молодежь, которая живет в городе или населенных пунктах, они вообще не понимают. А почему не понимают? Потому что они с реальным, где терминология якутская применяется, они от него далеко ходят. Заменить его может только якутская лошадь, где терминология вся на родном якутском языке. Начиная. Вот там же не скажут копыта. Вот копыта-то куган не скажет, то яга куган скажет. Бу сель, бу кутуру, бу кулгах, бу маня, бу сихе, бу ыңыр. Человек на севере и в Арктике взрослел, умнел и мудрел рядом с северными животными. Вся жизненная философия северян преломлялась через северных домашних животных. Почему бы не сделать ее основы нового шага аграрного развития в 21 столетии?